Сегодня я вам расскажу о зоопарке Орто-Дайду, который находится примерно в часе езды от города Якутска. Зоопарк расположен в Хангаласском районе, на 50-м километре Покровского тракта. Можно добраться своим ходом или на автобусе из автовокзала. Стела орла установлена на границе Хангаласского улуса. Гордая птица, символизирующая силу и мужество, издревле почитается народом Саха. Надпись на табличке несет в себе благословение будущему поколению. По дороге в зоопарк вы сможете полюбоваться арт-объектом. Священным табуном мифических лошадей, который находится в селе Владимировка. В разработке и установке арт-объекта участвовали более 360 человек. Фигуры табуна сплетены из стальника, и у каждой из мифических лошадей две головы. Одна питается травой, вторая смотрит в небо. Согласно мифологии народа Саха, лошадь имеет небесное происхождение и обладает сакральным значением. По трассе вблизи села Техтюр есть кафе, где можно остановиться и сфотографироваться с скульптурой лося. А мы тем временем подъехали к зоопарку. Якутский зоопарк не имеет аналогов в мире, так как он ведет свою деятельность в экстремально холодном северном климате. С якутского Орто-Дайду переводится как «Срединный мир». В якутской мифологии существует три мира. Верхний мир населяют высшие существа, боги, срединный мир, люди и животные, нижний мир, злые духи. Зоопарк символизирует срединный мир, его задача – показать человеку, как многообразен животный мир и как он важен для обитателей современных городов. На его территории может найти приют любое дикое животное, и ему будет оказана необходимая помощь. В зоопарке представлено множество видов птиц. Это всем известный сизый голубь, широко распространенная птица семейства голубиных. А вот румынский фазан хочет что-то рассказать. Здесь находятся домашние и белые широкогрудые индейки. Есть места для отдыха, где можно посидеть и послушать пение различных птиц зоопарка. Якутское название белого журавля – кыталык. У народа Саха она считается птицей счастья. По местным поверьям, тот, кто увидит танец белых журавлей, будет счастливым всю жизнь. Он слывет красивейшим в мире пернатых и занесен в Красную книгу. Стерх среди журавлей самый древний и, может быть, потому самый загадочный. Труднодоступные топкие болота и небольшие заросшие травой озера с хорошим кругозором – их излюбленные места. Слишком много надо терпения, чтобы его выследить. Танцы огромных белых птиц прекрасны как балет. Стерхи выбирают себе пару на всю жизнь. Супругов легко отличить в небе, каждая птичья чета летает синхронно. Среди всех журавлей стерхи отличаются наибольшей требовательностью к условиям обитания, что делает сохранение этого вида трудновыполнимой задачей. А это черный коршун относится к семейству ястребиных. Мне показалось, что у коршуна повреждено крыло. Павлин – одна из самых величественных птиц на нашей планете. В среднем вес взрослого павлина может достигать 5 килограмм. Белый павлин – удивительная птица, выведенная в искусственных условиях и которая по праву считается одним из самых красивых представителей семейства этих пернатых.
Дальневосточный аист внесен в Красную книгу как исчезающий вид. Продолжительность жизни аиста – 40 лет. А вот черный лебедь обладает впечатляющим внешним обликом, который делает его легко узнаваемым среди других водоплавающих птиц. Его оперение в основном черное, что является редкостью для лебедей и придает ему особую элегантность. Шея черного лебедя наиболее длинная среди лебедей, благодаря чему он может охотиться под водой в более глубоких водоемах. Зоопарк состоит из 4 секторов – герпетологии, орнитологии, хищного сектора и сектора копытников. Переходим к хищникам. Эта пара черных волков прибыла из Новосибирского зоопарка в 2018 году в 4-месячном возрасте. Самца зовут Барон, самку – Багира. Пара создается на всю жизнь, и за своим потомством ухаживают оба родителя. А это пушистые зайцы. Если спросить охотников, кто из хищников вызывает у них наибольшее уважение, многие назовут не медведя и не волка, а росомаху. Главное оружие росомахи – челюсти с невероятной хваткой. По силе сжатия она уступает только гигантам вроде медведей. Ее зубы способны перекусывать кости и прокусывать замерзшее мясо. Этот смышленый зверек отличается подвижностью, энергичностью и задорным нравом. Вот и я не смогла его поймать на камеру. Соболи не умеют строить гнезда самостоятельно, зато они прекрасно приспосабливают под жилье природные укрытия, расщелины в скалах, брошенные норы и тому подобное. Об этой красавице прознали только в первой половине XIX века. Но уже сегодня Чернобурка расположилась на страницах Красной книги. Окрас лисицы – ее гордость. Разброс цветовой гаммы поистине громаден, от бледно-пепельного до серебристого. Пока в лесу ярко светит солнце, чувствительность ее зрения оставляет желать лучшего. Но как только на землю спускается ночь, все органы чувств Чернобурки разом обостряются. В сумерках лисица видит гораздо лучше, чем днем, а в кромешной тьме выше всяческих похвал. История большой медвежьей семьи началась в 2012 году, когда на льду Восточно-Сибирского моря бригада медвежьего патруля нашла маленького истощенного белого медвежонка, одиноко бродящего по снежным просторам. Так якутяне познакомились с Колыманой. С тех пор прошло 13 лет. Колымана стала основательницей рода и уже подарила миру 4 замечательных малышей. Она еще очень молода и полна сил. Хаарчиана – первая дочь, которая переехала в Ленинградский зоопарк. Ее имя в переводе с якутского означает «снежинка». Алмаз – сын, которого передали в Хабаровский зоосад, а вот Вилюй и Яна – двойня, получившие имена в честь рек Якутии. Вилюя уже перевезли на постоянное место жительства в город Екатеринбург. Ну а пока я снимала, у медведей, видимо, был тихий час. Европейский лось – вид млекопитающих из семейства оленевых. Тоже отдыхает в тени. Часто его называют сахатым из-за рогов, своей формой напоминающих саху. Лоси – настоящие гиганты, самые крупные представители семейства оленьих. Зима – это время отдыха для лося. Во время холодного сезона эти могучие создания сбрасывают свои рога. Начиная с поздней весны и в течение лета, на голове лося появляются новые рога.
Поднимаемся немного в гору и попадаем к бурым медведям, одним из самых крупных наземных хищников, которые могут достигать в длину 3 метра и весить 400 килограмм. Эта медведица Маша попала в зоопарк по реабилитационной программе. Маша отвернулась и не хочет общаться. Медведица живет в зоопарке уже 15 лет. В зоопарке залегают в спячку во второй половине ноября и спят до 3-й декады марта. Но это украшение и достопримечательность зоопарка Орто-Дайду, амурская тигрица Аня. Получила свое имя из-за рисунка шерсти вокруг глаз, который напоминает цветок виолы или анютины глазки. Родилась в Красноярском парке Роев ручей. Адаптировалась к суровым якутским морозам. У нее более густой мех и длинная шерсть. Зимой чувствует себя комфортно, не боится холодов, больше времени проводит в открытом вольере. Живет в зоопарке уже 13 лет. Аня аристократка. Она любит красную рыбу и говядину, чир и оленина ей не по вкусу. У тигрицы нет пары, поэтому она еще не давала приплод. А эта сибирская косуля, небольшое животное, имеет несколько названий. Наиболее часто ее называют восточной ланью. У косуль глаза имеют немного раскосую форму. Возможно, благодаря этому эти грациозные олени и получили свое название косуля. Природа наделила их невероятной грацией, хрупкостью и осторожностью. Повадки и образ жизни имеют много общего с козами. Передвигается в основном прыжками. Одним прыжком может преодолевать расстояние до 5-6 метров. Сибирские косули считаются миролюбивыми, неконфликтными животными. Даже между самцами редко возникают конфликты. Увидев благородного оленя, особенно самца в полном расцвете сил, вы вряд ли спутаете его с кем-то другим. Это крупное, мощное, но удивительно грациозное животное. Высота в холке у взрослых самцов может достигать 1,5 метров, а длина тела превышать 2,5. Весят такие великаны 250, а то и все 300 килограмм. Северный олень. У каждого человека свои представления об этом животном и свои ассоциации. Одни, услышав о нем, вспоминают песню «Мы поедем, мы помчимся». Другие представляют рождественскую упряжку Санта-Клауса, а третьи помнят, что дикий северный олень – это персонаж новогодней сказки. Между тем, северный олень – это один из самых значимых видов арктических животных. Он крайне важен как для экосистемы в целом, так и для жизни коренных народов Севера. В день могут проходить по 20-30 километров, рога есть у самок и самцов. Еще животное называют северным вездеходом. Оно способно проходить крайне сложные маршруты. В якутском зоопарке Орто-Дайду есть и домашние животные, это коровы и козы. Многие питомцы были принесены зоологическому парку населением. Подраненные охотниками звери, детеныши, оставшиеся в тайге без матери. И дальнейшая судьба животного может быть разной. Его или выпускают назад в дикую природу, или передают в другой зоопарк, где за ним будет обеспечен нужный уход, или животное остается в Орто-Дайду. Безусловно, на видео представлены далеко не все обитатели парка. Всех сразу показать попросту нереально. Этот небольшой самодельный катер идеально подходит для наблюдения за птицами и их кормления. Утки здесь настоящие дикие, перелетные. Никто не принуждает их оставаться в зоопарке против воли.
Под опекой компании «Роснефть» находятся белые медведи во всех зоопарках России, в том числе и зоопарке Орто-Дайду. Ежегодно компания проводит исследования хищника и в дикой природе, в том числе и в Якутии, на побережье Восточно-Сибирского моря. На этом я завершаю свой рассказ и рекомендую отправиться всей семьей в увлекательное путешествие по зоопарку Орто-Дайду.